Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске проводят чемпионат мира по масс-рестлингу. Порядка 150 сильнейших спортсменов из более чем 40 стран мира примут в нем участие. О развитии масс-рестлинга и перспективах этого вида спорта мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии Искандер Алымбеков, президент Федерации масс-рестлинга Кыргызстана. Искандер Акинишбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас в Якутии для начала. Ну и сколько спортсменов приехало из Кыргызстана и будет участвовать в чемпионате мира? Мы приехали полным составом, 14 весовых категорий, все 14 спортсменов, 5 девушек и 9 мужчин. В полном составе мы приехали, и 3 судьи еще, и главный тренер, и мы представители. Состав полный, 20 человек. Ну и если говорить о составе, какой уровень подготовки у спортсменов, какой опыт? Ну, у нас, я считаю, думаю, уровень у нас хороший. Все спортсмены готовы на 100%. До этого мы у себя на родине проходили учебно-тренировочные сборы. Также были до этого еще соревнования, областные соревнования, районные, прошли потом чемпионат Кыргызстана. И был отбор хороший. И первые номера сегодня приехали сюда, в Якутск, на участие в чемпионате мира. Ну, 2 года пандемии в любом случае внесли какие-то коррективы. Как в это время шла подготовка, как тренировались? Да, действительно, пандемия внес свои коррективы, но за эти 2 года в закрытом режиме мы тоже проводили турниры, чемпионаты. Все равно мы все это сделали. То есть спорт на месте не стоял, да, какое-то развитие было? Районного масштаба, областного масштаба, республиканского масштаба. Кроме этого, разные турниры были у нас в республике. Все это время ребята просто не ждали. Они потихоньку участвовали, тренировались. И думаю, они готовы на 100. Насколько масс-рестлинг получил развитие в Кыргызстане и много ли спортсменов занимается этим видом спорта? Да, в Кыргызстане этот вид спорта мы открыли в 2013 году. Уже 9 лет функционирует. За это время много турниров, чемпионатов провели. У нас в 2016 году был чемпионат мира по масс-рестлингу в городе Чолпан-Ата-Нейскуле. Там тоже было много, 191 участников из 32 стран было. В Кыргызстане у нас называется таяк-тартыш на кыргызском, масс-рестлинг. Это вид спорта очень уникален, интересен, динамичен. Этим видом спорта сейчас многие спортсмены, многие молодежь начали заниматься. Им интересно очень. Например, недавно были областные, вот, например, в южных регионах до этого у нас слабо развивалось, но вот в этом году темп очень в рост пошел. Там даже мы в регионах проводим сейчас тренерские, судейские семинары, выдаем сертификаты, интересующих очень много. И думаю, еще будет расти количество участников. Расскажите, пожалуйста, каким образом проведение чемпионата мира по масс-рестлингу сказалось на развитии этого спорта у вас в Кыргызстане? У нас в Кыргызстане все спортсмены, я думаю, не только у нас, именно ждут чемпионат мира. Это потому что самый такой пик, да, соревнований чемпионата. И готовились очень серьезно, проводили учебно-тренировочные сборы. До этого между командами, у нас есть команды разные, между командами были сковочные даже турниры мы проводили, чтобы обмен опытом было, область на область. Вот такие соревнования мы проводим часто, чтобы ребята были постоянно наготове. И думаю, сегодня они приехали со 100% готовностью. У вас есть похожие виды спорта. Как это повлияло на популярность масс-рестлинга? Да, похожие виды спорта есть. На масс-рестлинг это вид спорта, я думаю, повлиял с хорошей стороны, потому что в любом спорте спортсмен должен быть хорошо подготовлен.
и физически, и техническую часть он должен тоже постоянно развивать. Если он действительно со всех сторон хорошо подготовлен, ему уже не страшно соперник, который любой это выходит, например. Он может как-то своим опытом, техникой побороть соперника. И наши спортсмены постоянно, мы, когда проводим тренерские, судейские семинары, они тоже участвуют. Мы видеоролики показываем, особенно от Международной Федерации. Есть ссылки у нас через YouTube, прямой там этот масс-рестлинг, там интернет-каналах. И все это мы на местах постоянно показываем, постоянно учим, чтобы они были действительно готовы. Перед началом турнира хочется больше узнать о вашей команде. Расскажите, каких успехов достигли ваши спортсмены, может быть, отметите самых сильных участников сборной? Наши спортсмены постоянно участвуют в разных международных соревнованиях, международных турнирах. В прошлом году были 3 этапа Кубка мира. Во всех 3 этапах наши спортсмены участвовали. И результаты у нас хорошие были. По итогам 3 этапов Кубка мира наша сборная команда заняла 2-е место в общем зачете команды. Среди них были сильные спортсмены, как Атайбегул Кельдебек, Асанов Азамат, Бекмырза. Среди девушек Нуржанова Кымбат, Дильбара, Дильдора. Такие спортсмены, которые показали хороший результат и стали призером чемпионата Кубка мира. Ну, если говорить о сильных командах, помимо команды Якутии, России, да, какие еще страны в масс-рестлинге сейчас идут на первых ролях, можно сказать? Да, сейчас мы наблюдаем, смотрим рост у многих зарубежных команд, есть хороший рост. Например, Венгрия, я бы отметил, там, Словакия, Узбекистан, у них тоже сейчас команда хорошая приехала. И Пакистан, у них тоже хороший рост идет. Я думаю, сейчас все зарубежные команды, они будут стараться еще больше. Ну кого можете назвать главным конкурентом сборной Кыргызстана на чемпионате Я мира? считаю, личное мое мнение, на сегодняшний день наш главный конкурент – это сборная России. Якутские спортсмены особенно, они очень сильные. Но мы, думаю, потихоньку будем их выигрывать. И думаю, в перспективе мы сборная Кыргызстана будем впереди. А может быть, есть какие-то технические нюансы, техническая разница в самом участии в соревнованиях? Может быть, есть какие-то, так сказать, свои фишки, приемы у сборной Киргизии, которые другие команды не используют? Есть такие. Может быть, свой стиль, как-то опишите его? Да, есть такие у нас. Некоторые спортсмены даже есть, сами обучаются. Например, они YouTube-канал открывают, там от Международной Федерации есть много правил, там, как, технику, как тренироваться. Все это они даже сами смотрят и тренируются в залах, в фитнес-залах своих. Я думаю, у каждого нашего спортсмена есть свои хитрости, свои тонкости, и они, думаю, никому не рассказывают, не раскрывают до своих последнего соревнований. момента, да. То есть. А это мы увидим именно на чемпионате мира, на помосте это будет видно. Какие перспективы у этого вида спорта, как вы считаете, удастся ли масс-рестлингу попасть в олимпийскую программу? Да, я считаю, думаю, со временем этот вид спорта обязательно должен войдет в список олимпийских видов спорта. Почему? Потому что этот вид спорта очень интересный, очень зрелищный, уникальный, динамичный. Зрителям видно, что они, когда смотрят любой турнир, да, хоть даже не чемпионат мира, даже обычный турнир смотрят, они очень вовлеченно смотрят. И даже когда такие сильные спортсмены выходят, даже с места встают, там, болеют, да?
В олимпийских видах спорта, когда мы смотрим, там есть виды спорта, которые, ну, как бы, скажем, скучные. И думаю, этот вид спорта со временем когда-то войдет в список олимпийских Ну, видов. масс-рестлинг точно найдет там свое место, Да, потому что масс-рестлинг. действительно вид спорта зрелищный, очень эмоциональный, заводит болельщиков, поэтому действительно поэтому- зрители этого спорта точно появятся. Да, я думаю, Вы наверняка будете гостить и на нашем национальном празднике СЭХ. Какие у вас впечатления в целом о Якутии, но и о людях здесь живущих? ну, пользуясь случаем, хотел бы поздравить наш братский народ, якутский народ, с юбилеем, столетним юбилеем образования Якутской ССР и национальным праздником ИСЭХ. Да, мы будем участвовать в этих праздниках. И хотел бы поблагодарить руководство страны, руководство Международной Федерации масс-рестлинга за радушный, хлебосольный прием. Якутский народ действительно дружелюбный, очень гостеприимный народ. Нам все понравилось, нравится. И думаю, не раз еще будем здесь гостить. Ну, а мы, в свою очередь, пожелаем команде Кыргызстана по масс-рестлингу успешного участия в чемпионате мира, ну и, конечно, дальнейшего развития этого вида спорта в республике. Спасибо большое. Будем стараться. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.